Видите, как красиво сейчас. Привет всем, ребят. Иду в больницу. Надо сходить в больницу мне. Ну и заодно поснимаю. По каким тропинкам я вообще хожу сейчас. Напрямик, не стараюсь по асфальту, где многолюдно. Обычно верхней дорогой всегда брожу. Тут мостик сделали. Раньше этого мостика не было. И такой колеи также не было. В прошлом году все после наводнения, когда вот дожди сильные были, все перерыло тут. Смотрите, глубина где-то 70 сантиметров, наверное. Земля вся ушла. Ну и придумали мостик такой, сделали. Раньше, когда пацанами были, тут вообще гараж был здесь. Тут уже настроили там дома, а здесь гараж стоял. И здесь обычные доски лежали. Переход такой был. Вот такая картина. Все изменилось, конечно. Сейчас кто за границей живет и смотрит мои фильмы, там, наверное, из наших, кто из села ушли в Россию, там, где-то далеко от Коми, из Нижеры, кто. Все перестроили, тут колодец вон. Ремонт сделали небольшой тоже. Старый колодец тут. Хорошая вода, видимо. Не знаю по глубине как. Вообще глубины нету. Прям полметра, наверное, от уровня земли. Вот. Ну и о чем я говорил насчет гаража. Здесь вот склады, вот вместо этих домов склады были. Держали семена. Большие, длинные, два склада. Здесь вот на этой территории также все было, гаражи. Ну тут мусорка, вот так оставляют народ. Потом приезжают, подбирают все это дело. Там хоздворы стояли, тоже на 2 штуки больших. Ну, везде все тут построили дома. Отсюда церковь вон виден. Много лет уже прошло. Я еще пацаном был. У меня бабушка трактористкой была. Любил я здесь находиться в гараже там. И знаете, вот что мне нравилось, это кузнецы, как работали там. Все это дело я любил смотреть. И мне очень нравилось, когда ремонтировались. И в ведре находился эта солярка. Промывали все запчасти там. Я удивлялся, как это, чем это моют. Ну, спросить там стыдно, почему-то стеснялся. А там в ведре, оказывается, обычная солярка. И этим промывали запчасти там. Все это дело. Здесь где-то контора была. Или в том углу. Как будто вот все это так всю жизнь было. Хотя здесь такая работа гремела. Там вся территория, там техника стояла. Сейчас дома. Вот такие делишки. Вот. Также дом, считай, целый сруб. Сруб такой стоит вот. Уже несколько лет. Это, считай, новый дом построили. Но поднять пока что-то не поднимают. Еще годик-второй и начнет потихоньку гнить все это дело.
Надо вовремя под крышу поставить дом. Тут пожарный водоем где-то за этими машинами стоял. Был яма глубокая, тоже лягушка там все время квакают. Вот такие делишки. Ну тут раньше тоже поля были, а вот сейчас новострои. Про пекарню, наверное, как-то я рассказывал. Отмывание денег тут в 90-е, я думаю, было. Вот эта территория вообще была. Вон фундамент. Это тут пекарня огромная, большая стояла. Построили. 2-3 раза, наверное, испекли хлеб. И обратно все разобрали. Только фундамент остался еще. Площадку сделали для детей. Баскетбольную. Ну, смотрите, какая территория, блин. Ну, огромный там. Огромная постройка здесь была. Снежки играли после школы вообще. Есть что вспомнить. Вот. Здесь колодец. Тоже забросили. Хороший колодец тоже был. Ну, одним словом, время убиваю. Как-то что-то рассказываю. Хотя, наверное, я тут уже как-то уже снимал, тоже все показывал. Здесь сельсовет раньше был. Что-то там припоминаю. Там у охотников что-то там. Тоже у штатных охотников тут оружие вроде хранили. Чего только не было. Штатные охотники были, охотились, промышляли, дичь добывали немерено много было. А сейчас выгоды нету. И ближайшие года, наверное, вообще охота это одно название только. В этом году даже уток практически не было. Дровишки заготовили сколько. Вон они вышки. Дальше этот от меня подальше, который это МТС, Теле2, Мегафон. И там 4-я вышка еще за Мегафоном. Это обычное ТВ. 4 вышки тут. Мощная радиация идет от этих вышек. Вот. Когда я вылез из тайги, я работал в лесу 6 лет. Потом перешел в эту котельную. Здесь я работал несколько лет. Не знаю, не помню уже сколько там. Вон. Такие дровишки тоже. Ну, сутки работаешь. День-ночь-то есть. День-ночь. Потом отцепной выходной. Вон такая труба. Ну вот. Примерно так. Еще немножко осталось. Сейчас встретился с одним односельчанином, тоже с больницы идет. Народу, говорит, никого нету. Ну, и неприемный день вроде сегодня. Или приемный понедельник. Да. Так. Тещин дом тут, 2-я труба. Там теща жила. И жена с ней. Все начиналось отсюда. Наша жизнь.
женой. Вон он, этот дом. Вторые. Там с другого конца веранда. Одним словом, я на подходе уже. Тут такой маленький ролик. Тут больница, сельпо, пекарня. Поснимал чуть-чуть. Снимаю на смартфон. Немножко трясет. Что-то велозапчасти приехали. Игорек, знакомый даже. Ну вот и все. Ладно, ребят, всем пока.